Капец, они еще большие такие. Они вон там живут. На этих кадрах уфимцы, живущие в доме на улице Шафиева, встречают нежеланных соседей. От первого до последнего этажа дом заполонила колония крыс. Впервые их появление заметили еще в феврале этого года. Из подземного шли, из детсада шли, из 12-шки. Наплыв какой-то был. Продалбливают, и там, по-видимому, плита. Они на плиту и попадают к ним в комнату, под мойку. Вот они прошлый год мучились. Ну, обращались, вот приходили, что-то там посыпали, какие-то отравы. 2 раза, по-моему, приходили. Помогло? Не знаю. Но они по этим бегают, по этим отравам бегают. Ну, крысы бегают постоянно. Только что, вот буквально минут 10 назад заходила в подъезд, сняла крысу, она прям вот пожелазит, они по потолку прям. То есть постоянно в машины залезают, прям в проводки грызут. Это вообще уже нормально здесь. Но вот только что звонили в ЖЭО, сказали, что них якобы травили. Ну, ничего не изменяется, не меняется ситуация постоянно. Они здесь бегают. Говорят, что они в подвале вообще там, да, но травили они в мусоропроводе, а в подвале как бы они, видимо, туда не лазили еще. Крысы не могут появиться из ниоткуда. В доме обязательно должен быть источник, в котором грызуны будут чувствовать себя сытыми, в безопасности и тепле. Основные инстинкты у крыс – это добыча пропитания и продолжение рода. И крысы обычно появляются там, где можно найти источник пищи. Ну вот в городе обычно это помойки, да, какие-то несанкционированные, неубираемые, подвалы, где тоже складывается всякий хлам, чердаки. Плодятся грызуны быстро. Одна крыса может родить в месяц до 20 особей, а большое количество вредителей может не только доставить дискомфорт жителям, но и подарить целый букет болезней. Бешенство, салмонеллез, тиф, лихорадка, туберкулез, различные паразитарные болезни, ну, глисты там и так далее, вот такие. На своей шерсти они носят тоже всяких кожных паразитов, блохи, вши. В районном ЖЭО номер 53 нам сообщили, что контракт на дератизацию крыс был заключен с компанией «Уралдорсервис». Те, в свою очередь, заявили, что дом очищен и по сей день на контроле, а нашествие грызунов связано с обновлением теплотрассы по улице Комсомольская. На текущий момент ежедневно проверяется состояние. Здесь вопрос возник в связи с ремонтом теплотрассы и перемещением грызунов. С УЖХ мы по этому поводу связались, помощь запросили. Несмотря на проведенные работы, съемочная группа ЮТВ встретила возле подъезда крысу и мышь. Мнения по поводу того, когда должны исчезнуть вредители, у кандидата наук и коммерческого директора разошлись. Просто препараты действуют в течение 10-14 дней. Поэтому, скажем так, жители увидели, потому что крысы находятся под действием препарата. То есть не травить нельзя, а когда травишь, они находятся в неадекватном состоянии. Неадекватное состояние обусловлено тем, что если они поели, то требуется время для того, чтобы они умерли. Ну, обычно сразу исчезают. Сразу, конечно, это крысы вообще, они между собой же, это как бы даже стайные животные считаются, они между собой общаются. Естественно, они вот эту информацию друг другу передают, и то, что здесь существует опасность, они передают и исчезают. Если вы хотите защитить свое здоровье и дом от грызунов, то специалисты рекомендуют чаще проводить влажную уборку, использовать ароматизаторы со вкусом перца или мяты и, конечно, завести кота. Эльнара Хасанова, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.